Скажіть, будь ласка, яку загрозу може принести монокоаліція, на вашу думку? Ну, умным людям никакой, а неумным вариантов очень много. Які саме? Ну, понимаете, абсолютная власть, она и помогает, и очень сильно может испытывать людей, искушать. А если подвергнуться искушениям и начнут пользоваться абсолютной властью, результаты, вы сами понимаете, какие будут. Если будут направлять абсолютную власть на улучшение жизни, на принятие законов и непопулярных действий, которые в конечном итоге приведут к позитиву, ну тогда будет все хорошо. Я надеюсь на то, что все должно получиться у нового президента и новой команды. Михайло, ми знаємо, що ви не проходите наступний парламент і ваша політсила. Чим будете займатися вже свободно як людиною без депутатського мандату? Ну, сейчас на отдыхе приехал к детям. В ближайшее время у меня в планах большой мототур с друзьями по дорогам Украины, который, надеюсь, Гройсман построил не только на бумаге, но и в реальной жизни. Ну, а потом будет видно, посмотрим. Чи є в планах взагалі повертатися в політику, ну вже після 5 років? Вы понимаете, я с 2002 года был в высшей лиге нашей политической жизни. С одной стороны, конечно же, это определенный там багаж, опыт и знания за спиной. С другой стороны, это усталость от постоянной ответственности, от тех требований, которые присущи тем политикам, которые стараются не расстраивать тех людей, которые их избрали. Сейчас веяние и требования новых лиц, новых людей. Понятное дело, что я под них не подпадаю. Если у новой команды и президента будет все получаться, я буду очень рад, потому что жизнь будет улучшаться. И для каждого гражданина в нашей стране, в том числе и для меня, будут позитивные изменения. Если они дорвутся до власти, как их предшественники, ну, значит, в скором времени их ждет судьба Януковича, Порошенко и сотоварища. Ну, знаете, я всегда надеюсь на хорошее. Мне кажется, Зеленский человек новой формации, люди, которые его окружают, не испорчены предыдущей властью, поэтому надеюсь, что у них все получится. Дякуємо. И я буду не востребован. Дякуємо. Михайло Добкін був з нами на зв'язку.